17 сентября – значимая дата для Абхазии и России, отметил Алексей Двинянин, открывая пресс-конференцию. 11 лет назад в этот день между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был заключен базовый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. А второй такой договор был заключен уже в 2014 году. Таким образом, как подчеркнул посол, можно констатировать, что между двумя странами наработана солидная договорная база двустороннего сотрудничества, которая на сегодняшний день насчитывает более 110 документов в области обороны, безопасности, охраны границ, пенсионного, страхового и социального обеспечения, таможенной интеграции, развития науки, культуры и спорта. При поддержке России в Абхазии реализуются социально значимые мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния и социальной защищенности абхазских граждан. Осуществляется поэтапная индексация зарплат госбюджетников. Обеспечивается плавное выравнивание уровня пенсионных выплат российским гражданам, проживающим в Республике Абхазия, до среднего показателя пенсий в Южном федеральном округе Российской Федерации. Запущен механизм, регламентирующий порядок регистрации жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, в системе обязательного медицинского страхования, а также оказания абхазскому населению помощи в лечебных учреждениях Российской Федерации. Как отметил Алексей Двинянин, за последние годы заметно укрепился политический диалог Абхазии и России на высшем уровне. Об этом свидетельствуют более 10 встреч президентов Рауля Хаджимба и Владимира Путина. Помимо этого, проходят регулярные заседания межправительственной комиссии на уровне правительств Российской Федерации и Республики Абхазия. Кроме того, существует отлаженный механизм внешнеполитических консультаций по линии Министерств иностранных дел двух государств. Алексей Двинянин также рассказал о торговом обороте между двумя странами. Внешнеторговый оборот Абхазии за первое полугодие текущего года составил 11 миллиардов 689 миллионов рублей. Этот показатель выше прошлогоднего на 11%. Важно, на мой взгляд, отметить, что в структуре внешней торговли Абхазии по группам стран особое место занимает Российская Федерация как важнейший партнер. На долю России в первом полугодии текущего года пришлось 56% от общего объема товарооборота Абхазии. В Абхазии успешно реализуется российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию республики. Как отметил Алексей Двинянин, на текущий год в ее рамках будет выделено около 1 миллиарда 700 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно был выделен еще 1 миллиард рублей на выплаты зарплаты и пенсии бюджетникам и 500 миллионов рублей на укрепление банковской сферы Абхазии. Говоря об обороне и безопасности Абхазии, посол отметил, что между Абхазией и Россией заключено немало соглашений. А буквально пару недель назад главы оборонных ведомств Абхазии и России подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Республики Абхазия. Кроме того, Алексей Двинянин подчеркнул, что успешно осуществляется процесс реализации соглашения об охране внешних границ Абхазии погранслужбы ФСБ России. Граница между Абхазией и Грузией по-прежнему остается хрупкой и требует пристального внимания, отметил посол. В этом году в Грузии прошли месяц назад учения НАТО «Проворный дух», в которых приняли участие, если я не ошибаюсь, порядка 13 государств-членов НАТО. Причем, что нас волнует, что с каждым годом в этих учениях принимает участие все большее количество стран, и они приобретают все более наступательный характер. Есть информация о развитии тесного сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и Соединенными Штатами Америки на двусторонней основе. Так, как нам известно, готовится новое соглашение в этой области между Грузией и США, которое предусматривает размещение американских инструкторов на территории Грузии, что, естественно, тоже вызывает большие опасения. Поэтому приятно, что в сфере обороны и безопасности у нас заключены крайне серьезные и прочные соглашения, которые позволяют двум государствам, Российской Федерации и Республике Абхазия, совместно дать отпор любому врагу. Посол России в Абхазии коснулся и темы женевских переговоров, в которых он принимал участие с 2008 года, до его назначения послом в Абхазии в 2018 году. Как известно, в Женеве обсуждаются две группы вопросов. С одной стороны, это вопросы безопасности, с другой стороны, это гуманитарные вопросы. И если в сфере безопасности, скажем так, прогресс оставляет желать лучшего, хотя нам удалось в 2009 году заключить
неформальное соглашение о создании механизма предотвращения и реагирования на инциденты в районе грузино-юго-осетинской и грузино-абхазской границ, то в гуманитарной группе прогресс более очевиден. В частности, в том, что касается Республики Абхазия, по моей информации, достигнуты определенные соглашения в экологической сфере, в сфере обмена архивными данными, по другим гуманитарным контактам. Хотел бы обратить ваше внимание еще на утверждение грузин и их западных покровителей о существовании некоего, я цитирую, соглашения о прекращении огня. Хочу вам ответственно перед телекамерами и в микрофоны заявить, такого соглашения не существует в природе. Когда грузины заявляют, что Россия, либо Абхазия, либо Южная Осетия не выполняют соглашение о прекращении огня, это откровенная ложь. Такого соглашения не существует в принципе. И когда я неоднократно в Женеве спрашивал грузинских коллег, покажите мне этот текст на бумаге, они лишь разводили руками, что он у вас должен быть, но как можно утверждать, что существует некое соглашение, не имея его у себя на руках. В свете происходящих в стране после выборов президента Абхазии событий Алексей Двинянин отметил, что стабильность очень важна для развития республики, и поэтому пожелал всем политическим партиям и общественным организациям конструктивного диалога между собой. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.